Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Ливан-Абхазия. Мосты сотрудничества выстраивают представители черкесской диаспоры торгово-промышленной палаты Абхазии. «Скажи нет наркотикам». Общественная палата обсудила меры по борьбе с наркоманией. Добро в чистом виде. Жители Абхазии собрали почти 2 миллиона рублей на лечение СНЛ. Наводнение в поселке Бзыбь Гагарского района. В результате проливных дождей река Бзыбь вышла из своих берегов и затопила прибрежные дома. Хозяева домов обеспокоены ситуацией. Пострадавшие от стихии сообщили о том, что местная энергетическая вышка может упасть из-за ожидаемых дождей. Это вызовет проблемы с подачей электроэнергии в Гагарском районе. Главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тимур Каца рассказал о мерах, которые будут предприняты в ближайшее время. Мы находимся на правом берегу реки Бзыбь, на котором стоит наша опора 220 киловольт. Вот сзади меня вы видите, это питающий весь Гагарский район, когда с Ингури, а когда с Россией, вообще всю Абхазию питающая эта линия, находится в катастрофическом состоянии очень. Вода вот поднялась по воде полная, вода смыла землю. Не знаем, когда до опоры до базы, там осталось 3-4 метра. Ситуация критическая. Срочно надо что-то предпринимать. Впервые с официальным визитом в Абхазии находится делегация из Ливана. В ее составе представители черкесской диаспоры, предприниматели, заинтересованные в развитии деловых контактов с нашей республикой. Подробности у Сари Исмыр. Соглашение о дальнейшем сотрудничестве было подписано сегодня между Торгово-промышленной палатой Абхазии и представителями Ассоциации черкесов в Ливане. В его рамках в скором времени будут созданы проекты, направленные на укрепление двусторонних отношений. Делегация Ассоциации черкесов в Ливане впервые приехала в Абхазию с официальным визитом. Ее приезду предшествовали длительные переговоры Торгово-промышленной палаты Абхазии с представителями черкесской диаспоры в Ливане. Имея соглашение и сотрудничая со многими торгово-промышленными палатами, черкесскими ассоциациями в странах Ближнего Востока, представители ТПП Абхазии уже в 2015 году во время поездки в Ливан обозначили пути развития сотрудничества между представительствами. Мы сегодня стараемся наладить контакты между Абхазией и Ливаном не только с экономической точки зрения, но и в культурном отношении, и в политическом отношении. Мы должны думать о том, чем больше знать будут о Республике Абхазия в других странах, тем лучше будет для нашего продвижения, для нашей независимости. В первый день пребывания в нашей стране представители Ассоциации черкесов познакомились с коллективом Торгово-промышленной палаты Абхазии, обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в области наращивания связей и привлечения инвесторов. На встрече глава Ассоциации черкесов в Ливане Сария Абдель-Разак отметила, что сегодня в Ливане проживает многочисленная черкесская диаспора. Приглашение, поступившее от абхазской стороны, было воспринято многими из них положительно. Сария Абдель-Разак подчеркнула желание представителей ассоциации активно сотрудничать с Абхазией. Она отметила, что офис представителей интересов Абхазии, который планируется в скором времени открыть в Ливане, будет способствовать более эффективному взаимному сотрудничеству. Установить очень тесные и крепкие связи с нашей республикой. Очень надеюсь, что это будет установлено в очень сжатые сроки, быстро. Все это ведет к тому, чтобы открыть официальное представительство Республики Абхазия в Ливане, потому что очень многие абхазские жители, естественно, хотели бы прибыть в Ливане, так же, как и мы, черкесы, жить, участвовать в каких-то определенных культурных мероприятиях и так далее и тому подобное. Есть огромное стремление найти позицию для черкесов в политической и общественной жизни Ливана.
Такая позиция является очень выгодной как и для жителей черкесов в Ливане, так и для жителей черкесов по всему миру. С этой целью мы рассчитываем на поддержку как Республики Абхазия, так и других республик и стран по всему миру. Делегатов из Ливана познакомились с Абхазией, ее историей и культурой. Они отметили, что в Абхазии есть большие возможности для развития туристического бизнеса, а также сотрудничества в области экономики. Представители общественности, писатели, бизнесмены интересовались историей черкесов в Ливане, укладом их жизни. Многих интересовало, проживают ли в Ливане абхазы и существует ли связь между диаспорами. На все эти вопросы ответила глава Ассоциации черкесов в Ливане Сария Абдель-Разак. Сария Смыра, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент США Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Вызывает сожаление, что новая американская администрация пошла по тупиковому пути поддержки абсурдных требований Грузии, предполагающих еще большую блокаду и международную изоляцию Республики Абхазия. Выставляя себя защитниками свободы и прав человека во всем мире, лидеры США на деле проводят неприкрытую политику двойных стандартов, осуществляя на практике политическое и финансовое давление на неугодные им государства, а также применяя всевозможные ограничения и санкции в отношении неугодных им граждан, говорится в комментарии МИД Абхазии. МИД Абхазии отмечает, что в Вашингтоне должны отдавать себе отчет в том, что подобная практика поощрения государства, которое в 2008 году развязало войну в Южной Осетии, принимает дискриминационные законы в отношении иностранных граждан, такие как закон об оккупированных территориях, не может привести ни к чему хорошему. Меры по усилению борьбы с распространением и потреблением психотропных препаратов обсудили в Общественной палате Абхазии. На встречу были приглашены депутаты, представители Министерства внутренних дел, Минздрава и Минобразования. Тему продолжит Рената Шакая. Наркомания – частая причина несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, а также убийств и самоубийств, поскольку жертвы наркомании чаще всего молодые люди. Она несет угрозу будущему Абхазии. Об этом и многом другом говорили в Общественной палате. Депутат парламента Рауль Лоло отметил, что сегодня наркомания угрожает национальной безопасности Абхазии. Количество людей, которые употребляют наркотики, тяжелые наркотики, становится все больше и больше. То есть снижение за послевоенные годы, последние годы не наблюдается. Вот если мы готовы на реальные шаги пойти, заниматься реальными действиями, тогда это будет работа интересная. Тогда это будет иметь практическое какое-то значение. А если мы просто будем говорить, разговаривать, смотреть на эти цифры, то эффекта от этого не будет практически никакого. Я, например, готов тоже поддержать эту группу. Нам нужны реальные шаги этой группы и реальные действия на основании того анализа, который есть в Министерстве внутренних дел, в наших учреждениях, которые занимаются этой проблемой. Ведь она комплексная, ее нельзя только одними методами решить. По мнению депутата Народного собрания Ильи Гуния, без комплекса мероприятий решить проблему с распространением и употреблением наркотических средств будет невозможно. Это, конечно, комплекс мероприятий, в котором мы все, Общественная палата, депутатский корпус, силовые структуры, должны взаимодействовать и выработать ту схему и систему, при которой мы все вместе за эту проблему взялись бы ее и решили. Первоначально, это, еще раз говорю, это мое мнение, первоначально мне кажется, что самая большая проблема – это распространение и попадание наркотиков на территорию Абхазии. На состоявшейся встрече в Общественной палате оперативные данные и данные, понесших административную ответственность как потребители, так и распространители наркотиков представила руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Ирина Киут. О лицах, которые были доставлены по подозрению в потреблении. Значит, 2014 год – 1688 человек, из них 464 положительных результата после исследования. 247 человек отказались, но отказ у нас приравнивается. 2015 год чуть снижение, 1587 человек.
Из них положительный результат 427. 540 человек отказались. 2016 год. Очень много человек доставлено, 1934, из которых 371 положительный результат, 481 отказников. 2017 год, первый квартал, 635 человек, из них 75 положительных, 101 отказ. То есть это достаточно большое число за 3 месяца. Статистику также представил наркодиспансер. Результаты оказались неутешительными. Что интересно, что подростки у нас в 2014-2015 году не наблюдалось. Вот в 2016 году у нас уже 12 случаев подростков. Все это, видите, как наркосцена наша вот в Абхазии каждый год претерпевает изменения. Появляются новые и новые виды наркотиков. Очень много случаев, когда доставляются молодежь, особенно в подростковом возрасте, они вот сейчас находятся в поисковом и употребляют, стараются все виды таких казалось бы, безобидных наркотиков. С наркоманией в Абхазии борются уже много лет. Были использованы различные методики. Одни давали результаты, другие не совсем. Однако очевидно, что проблема остается нерешенной и требует особого внимания и комплексного подхода. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В рамках празднования столетнего юбилея народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба последние 3 дня перед днем рождения поэта 12 мая объявлены так называемыми Днями Баграта. В течение этих дней запланированы различные мероприятия для увековечения памяти юбиляра, одно из которых – открытие барельефа на стене дома в Сухуми, где жил и работал писатель. На открытии побывали и наши корреспонденты. Союз писателей Абхазии, представители интеллигенции, гости из Северного Кавказа, родные и близкие, друзья и коллеги народного поэта собрались у многоквартирного дома в районе турбазы города Сухум, где много лет жил и творил выдающийся поэт, мастер слова Баграт Шинкуба. Здесь в торжественной обстановке был открыт барельеф писателя. Автором мемориальной доски стал скульптор Цира Ахба, который также является автором памятника Шинкуба, расположенного на набережной Махажира в Сухуме. На открытии прозвучало немало теплых слов в адрес Баграта Шинкуба, в частности от гостей из Северного Кавказа. Ведь Баграт Шинкуба – народный поэт не только Абхазии, но и Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Я хочу сказать, что Баграт Шинкуба – воплощение для нас честности, смелости, глубины и, наверное, какой-то новой эпохи. Сегодня Владимир Зонтария говорил о том, что это ренессансный писатель. Я с этим абсолютно согласна, потому что, наверное, с его имени начинается новое осознание нас как нации. Наше ощущение себя как народа после Баграта Шинкуба подросло на очень много градусов. Были также зачитаны отрывки из произведений великого поэта и прозаика Шинкуба. Мероприятия по увековечению памяти выдающегося поэта и прозаика Баграта Шинкуба пройдут 12 мая, в день его столетия. На Алакове, Беснаджин Джоля, Абхазское телевидение. Почти 2 миллиона рублей было собрано на лечение Санель Ажиба, нуждающейся в срочной операции. Несмотря на то, что нужная сумма была собрана еще в первую неделю после объявления сбора, деньги продолжали приходить. В итоге собранных средств хватило на лечение еще 2 подопечных культурно-благотворительного фонда Ашана – Спартака Пачуля и Ялсы Алхурба. Глаза чистые, как небо. Это о тебе, Санель. Эта маленькая девочка буквально растопила каждое сердце. Тому подтверждение результаты сбора. Уже 19 мая Санель ждут на операцию в Москве. Сумма собрана, пальцы скрещены. Санель, все будет хорошо.
Случай не единичный, но уникальный. В течение недели была собрана вся необходимая сумма на операцию девочки. Это 1 миллион 240 тысяч рублей. Однако средства на лечение Санель не переставали поступать. Благодаря активности граждан удалось оплатить лечение еще 2 подопечных фонда – Спартака Пачули и Ялсы Алхарба. Это не первый случай, что мы собираем сверхзаявленные суммы, однако так быстро и так активно я могу сказать, что это первый случай, потому что в течение недели почти была собрана вся заявленная сумма на лечение, это 1 240 000 рублей, а в течение 2 недель мы уже собрали порядка 2 миллионов рублей, и могу сказать, что этого хватило еще на лечение 2 подопечных фонда. Они будут проходить курс лечения в реабилитационном центре московском, это Ялса Алхарба и Спартак Пачули. Спартак, уже само имя говорит за себя. Маленький гладиатор в борьбе за здоровье. Он уже успешно прошел 1 курс диагностики и реабилитации в научно-практическом центре детской психоневралгии в Москве. Сейчас оплачен 2-й курс реабилитации мальчика в том же центре. Стоимость 250 тысяч рублей. Сумма собрана благодаря Санель, за что мальчик говорит ей большое спасибо. Спасибо ей огромное, что она так сделала. Всем желаю, чтобы все было хорошо. Желаю, чтобы все дети вылечились. Все было нормально. Если мы будем проходить как надо курс лечения, это то есть приезжать вовремя, проводить и так далее дома, то, что надо, вот все вот это, то мы можем через 5 или 6 процедур, конечно, хромота может и будет, но он выровняет свою спинку, и он будет стоять как уже нормальный человек. Просто как бы будет чуть-чуть хромать, но на 80% они нам дают гарантию, что у нас будет улучшение. Ялсе 7, и она сильно отстает в развитии от сверстников, у нее задержка психоречевого развития. Когда Ялсе исполнилось 6 месяцев, родители заметили, что у дочери наблюдаются отклонения в развитии. Было начато срочное лечение. С 3 лет девочку регулярно 2 раза в месяц возят к лечащему врачу в Сочи. По словам мамы Ялсы Апсуаны Ашуба, прогресс от лечения дочери есть. Она у нас мало слов говорит, не может составить диалог, очень гиперактивная. Мы вот выезжали в Сочи, к нейропатологу наблюдались, а сейчас мы первый раз собираемся поехать в Москву. Наше лечение будет стоить 350 тысяч, будет реабилитация, сперва диагностика, потом реабилитация. Мы с вами стали свидетелями маленького чуда. Санель, Спартак и Ялса уже совсем скоро отправятся на очередной курс лечения, и все это стало возможным благодаря вам и вашей доброте. Для нас это всего лишь СМС, а для кого-то это шанс на здоровую и счастливую жизнь. Саид Барганджи, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В преддверии празднования столетия со дня рождения народного поэта Баграта Шинкуба руководством страны было принято решение произвести частичный ремонт в Сухумской абхазской школе номер 1, носящей имя писателя. За ходом ремонтных работ следит министр образования Абхазии Эдгур Какуба, который сегодня посетил школу. Сухумская абхазская школа номер 1 носит имя народного поэта с 1999 года. Здесь часто устраивают творческие вечера памяти с участием школьников и учителей, а также различные конференции с привлечением гостей. Однако ввиду отсутствия в здании школы актового зала приходилось проводить подобные мероприятия либо в спортивном зале, либо в холле школы. Руководство учебного заведения обратилось за помощью в Министерство образования, которое незамедлительно откликнулось. Премьер-министр Беслан Константинович Барцуц пошел нам навстречу, он понял, какие проблемы существуют, а мы в этом году отмечаем 100-летний юбилей Баграта Шинкуба, а эта школа, как известно, носит его имя, и потому мы просили, чтобы помогли нам отремонтировать какие-то классы и актовый зал. Премьер нашел средства, выделил, и сегодня Абхазстрой буквально вот сегодня, завтра должны завершить эти работы. И вот создали нам прекрасный актовый зал, которого вообще не было в этой школе. Госкомпания «Апснаргылара» в течение 2 недель проводит здесь частичный ремонт 1-го этажа, где будет располагаться небольшой музей народного поэта. Строительная компания капитально был отремонтирован актовый зал на 3-м этаже школы. В нашей компании производится частичный ремонт помещения в средней школе номер 1 имени Баграта Шинкуба. Данные работы приурочены к юбилею Баграта Шинкуба.
и выполняются по поручению правительства Республики Абхазия. На данный момент работы уже завершены в поле, восстановлен актовый зал. И после завершения памятных мероприятий работы будут продолжены, будут восстановлены санузлы в средней школе номер 1. По словам министра Адгура Какоба, ремонтные работы в школе номер 1 будут продолжены и после празднования юбилея Баграта Шинкуба. В холле выставлена небольшая экспозиция из фотографий Шинкуба, отрывки его стихов. На 19 мая, в день, когда школе номер 1 города Сухум было присвоено имя народного поэта, запланировано обширное памятное мероприятие с привлечением научных и творческих кругов и интеллигенции. На Алакове Беслан Чинжери, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.